Здравствуйте, в эфире программа «7 дней». Студия Ильшат Аминов. Я приветствую всех телезрителей канала «Новый век». Смотрите сегодня в нашей программе. Вот сегодня искусство возможного – это до 2 часов изучения татарского языка в школах наших. История с продолжением. Как повлиял языковой кризис на республику, что думают на этот счет эксперты? Как умирают национальные языки в национальных республиках и почему Татарстан против такого пути? Будет время, когда у нас и учителей удмуртского языка в принципе не будет. Теперь мы знаем, кто из соперников приедет в Казань. В ожидании праздника футбола Казань готовится к приему гостей чемпионата мира по футболу. Кого ждем? Приметы наступающего Нового года. Музыкальные фестивали и конкурсы, которые порадуют нас в декабре. Расскажем подробно. Я разбил об асфальт расписные хрустальные детские замки. Стала тверже рука, и изысканней слог, и уверенней шаг. Это строки из стихов лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича. Очень глубокие слова. Многие из нас сегодня ощущают примерно то же самое. Наши хрустальные замки действительно разбились об асфальт суровой реальности. Но я вовсе не склонен рвать на себе волосы и говорить, что все пропало, как это делают некоторые представители интеллигенции. Да, Татарстан уже никогда не будет прежним, и мы не будем прежними. Но языковая проблема – это не только проблема Татарстана, это выбор направления развития всей России. К чему мы идем? Вот главный вопрос. Что дальше? Унитарное государство под лозунгом «один народ, одна религия, один язык» или же все-таки федерация с культурным языковым богатством своих народов? Россия, как говорил в нашей программе известный журналист Максим Шевченко, будет гигантской госкорпорацией, где регионы всего лишь отдельные цеха, или же она будет нерушимым союзом свободных республик, которых сплотила навеки Великая Русь? На эти вопросы нам еще только предстоит ответить. Но тренд пока не очень хороший. Очень внимательно прочитал в пятницу редакционную статью в электронной газете «Бизнес онлайн» «Гибридная война против Татарстана». Она заставила и меня о многом задуматься. Отдавая должное и смелости, и глубине мыслей автора, признаюсь честно, еще 3 года назад я смеялся, когда мне говорили, что такой сценарий возможен. Как же так, думал я? Мы такие продвинутые, такие успешные, нас все ценят, понимают. Мы же проводим универсиады, водные мундиали, WorldSkills, строим огромные заводы. Мы так много делаем на благо нашей Родины. Нас всегда поддержат, у нас кругом одни друзья. Мы сами надели розовые очки и успокоились на собственных достижениях. Но в федеральном центре при кажущемся единомыслии есть и голуби мира, и ястребы, и сторонники федерализма, и апологеты унитаризма. И все эти силы стараются продвигать свои интересы, влиять на принятие решений. Поэтому повторю, пусть это многим и не нравится, в языковой проблеме есть и существенная доля нашей собственной вины. И я не собираюсь здесь кивать ни на президента, ни на кого-то еще. Впору каждому из нас задать вопрос. Не спрашивай, что для тебя сделала Родина. Спроси себя, а что ты сам сделал для нее. И самое главное, что я хотел сказать, здесь не должно быть никаких упаднических настроений. Федеральные власти услышали голос Татарстана, который, к слову сказать, единственный громко озвучил тему языков. В результате в учебных программах появилось само понятие государственных языков. У нас по-прежнему огромные возможности по изучению родного и государственного языков. Теперь от нас зависит, как он будет жить и развиваться. Нам нужна широкая общественная дискуссия по развитию государственных языков и федеративных отношений, в которой могли бы принять участие представители всех национальностей. Нам очень важно добиться такой ситуации, когда незнание государственных языков станет неприличным для образованного человека. Вот что говорил об этом Рустам Минниханов, выступая в Елабуге на пленарном заседании форума «Деловые партнеры Татарстана». Есть проблема глобализации. Күп мәселеләр югалады. Менә үзе түзүк, менә монда сөйләшүдә, әгәр дә без татар телен кулланмасак, кемгә кирәк? Менә без. Әгәр дә без киде үзебез татарча сөйләшмәсәк, кемгә кирәк? Әгәр ул бик авыр мәсьәлә. Безнең 30% Татарстанда тора, калганнары читтә. Алар бер эшкә кирәк түгел. Менә сезнең кебек
Kişiler eğer de ol meseleni, milletini, dinini saklayıp dinlese, olaylar yuvalı öteşer. Niye Hatay'da bu jigit o'z tilini saqladi, O'zbekistonda Tataristan'da o'zini tilini saqlayolmadi. Niye Hatay'da saqladi? Продолжая ключевую мысль, Рустам Минниханов вспомнил случай из личного опыта, когда в Китае на встрече с губернаторами, где отсутствовали переводчики, он мог спокойно разговаривать с коллегой-уйгуром. Поэтому и неверна, и глубоко ошибочна сама постановка вопроса, нужен или нет татарский язык, уверен президент Татарстана. И начинать нужно с себя, отметил Рустам Минниханов. Suqallarma, yalğışmanı, varı tatarşa, çalışın yaxşı bir tatarşa var deyir. Birinde yatıyorman, ne yalğış ettindir, tüş etmen yok. Birincisinde 10 marta yalğış etesin. 11'incisinde 11'inci tatpır ediyorum deriz bu. O sizge gelen ne kadar var olsa da koralar. Anlasam, ana metodiksin işler gerek, umaydı. O bugün günde ağır etti. Bizden şu kadar ağır etti yasaldan, ana yerine başlasam bir ağır. Şu an göre olmayı, ol kızak koyar değil, ol gerek koyar değil. Многие отмечают и позитивные влияния этого кризиса. Посмотрите, как изменились наши люди буквально за последние несколько недель. В Казани, и я это наблюдаю каждый день, стали чаще и больше использовать второй государственный язык. На улице, в транспорте, на остановках, в кафе и ресторанах, на работе. Это отличные тенденции. Другой важный момент, на который уже обратило внимание Татарстанское министерство образования и науки. Мы ни в коем случае не можем допустить, чтобы в школах сокращалось изучение второго государственного языка. Для этого у нас есть точка отсчета. Сейчас 69% учеников школ республики изучают второй государственный, а еще 30% русский язык. Это распределение произошло в соответствии с выбором родителей. Еще 1% родителей выбрали для своих детей чувашский, марийский, удмуртский, мордовский языки и иврит. Эльзира Юзаева продолжит. Этого решения Министерства образования России, озвученного прокурором Нафиковым на сессии Госсовета Татарстана, ждали долгие месяцы. Время бурной полемики в обществе, серьезных размышлений о судьбе татарского языка и национальных регионов, анализа и разбора существующих проблем, которые в той или иной степени касаются каждого участника образовательного процесса. С одной стороны, именно в этот день появилась определенная конкретика в части статусного положения татарского языка в школах. Теперь его будут преподавать не как родной, а как государственный язык. Но, с другой стороны, государственные языки республик, согласно новому варианту учебного плана, должны будут преподаваться с согласия родителей. Маленький шажок мы сделали, маленький шажок. Единственный, первый раз прозвучало о преподавании госязыков, о возможности преподавания. Ну, как преподавать? Вот это другой вопрос. В обязательном порядке или добровольном порядке. Мы совместно с Министерством образования и науки нашей республики, другими заинтересованными органами и лицами будем собираться обсуждать, как идти вперед сейчас, шаг за шагом вперед, чтобы решение этого вопроса. Это вопрос очень сложный, очень щепетильный вопрос. Политика есть искусство возможного. Вот сегодня искусство возможного – это до 2 часов изучения татарского языка в школах наших. Это хорошо, что татарский язык остался. Мы будем его учить. Нам самим еще надо учить татарский язык, потому что вот мне звонят в последнее время очень многие мои знакомые, у которых в душе вот это национальное чувство, они есть, но они утратили язык по разным причинам. Они звонят и говорят, как жаль, что мы не сделали это, не выучили его вовремя. Сегодня мы будем учить татарский язык. Если мы закрепим статус государственного языка в будущем, мы можем все-таки его внести уже в учебный план в качестве обязательного? Я сторонник такого подхода. Я тоже взаимодействую с Министерством образования в этом плане. Мы выходим на парламентские слушания. Уже направили письмо в адрес министра образования, сформировав позицию из 23 пунктов.
Если только мы говорим о том, что вот мы сейчас получили только примерные программы и на этом успокоились, это неправильно было бы. Депутат Государственной Думы и председатель Совета федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмудинов уверен, что озвученный Федеральным министерством государственный статус языка в школах по сути открывает новые возможности. И это отнюдь не точка, а многоточие в решении языкового вопроса. Ведь главная проблема заключалась в том, что в федеральных образовательных стандартах государственные языки республик были приравнены к такому понятию, как родные языки. И эта ситуация и стала причиной недопонимания и неопределенности. Теперь, если в образовательных документах татарский язык будет прописан как государственный, можно будет и дальше, согласно Конституции России и Татарстана, отстаивать право на его обязательное изучение. Если мы говорим о едином образовательном пространстве, значит, нужно вопросами развития, сохранения родных языков должен заниматься и федеральное министерство, и федеральный центр, коим он на сегодняшний день, я считаю, недостаточно занимается. Что для этого нужно сделать? Значит, нужен, я так понимаю, при министерстве восстановить Институт национальных школ. Как известно, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Министерство образования и науки России татарский язык теперь рекомендует преподавать в объеме 2 часов в неделю как государственный язык. Еще плюс 3 часа его можно будет преподавать в качестве родного языка. В итоге получается все те же 5 часов в неделю. Но теперь уже с одной оговоркой, если на то будет согласие родителей. Такая вот на первый взгляд незамысловатая арифметика, если учесть, что в Татарстане почти 70% родителей уже выбрали татарский язык в качестве родного, то в таких школах объемы его преподавания вполне можно довести до оптимального уровня. Но существует весьма серьезная опасность – это добровольность изучения. В русскоязычных регионах России изучение, к примеру, татарского языка уже давно ведется на добровольной основе. В итоге в этих регионах свой родной язык изучает только 7% татар. За последние 8 лет количество людей, владеющих татарским языком, уменьшилось на 1 миллион человек. И это катастрофические цифры. Потому, по мнению экспертов, сегодня необходимо создать такие условия, при которых школьный предмет татарский язык имел бы высокий уровень привлекательности. А это и внедрение новых методик преподавания, и качественный отбор педагогического состава, и создание лучших школ. Сегодня представьте себе школу, гимназию, в России такой гимназии и сегодня нет. Это же поразительно. На 5 языках. На французском, на турецком, арабском, русском, татарском. Писатель Вахид Имамов приводит в пример исторические факты. Более чем 100 лет тому назад татарское Иш-Бубинское медресе считалось лучшим учебным заведением в царской России. Выпускники этого медресе знали 5 языков в совершенстве и, как правило, продолжали обучение в престижных европейских вузах. Примером такого же качественного образования являются и татаро-турецкие лицеи, созданные еще в конце 90-х годов. А вас не поражает, что туда, в турецкие лицеи, привозили детей с Павлодара, с Краснодара, с Красноярска, русских детей. Потому что, во-первых, воспитательный процесс это не сравнить с сегодняшними российскими школами. Значит, не надо выдумывать колесо. Сегодня надо срочно, если мы хотим спасти свой национальный язык, национальное просвещение, национальное образование, сразу немедленно во всех райцентрах надо открыть вот такую гимназию, которая ведет преподавание на 4 языках. Татар теленең мәктәпне бетергәннән соңда кирәк булуы. Шул сорау, чөнки күп балалар да менә мәктәптә генә кирәк безгә татар теле, әгәр дә менә вузларда да татар теле кертелсә, һәм инде башка урыннарда да татар телендә сөйләшү, анда рәсми рәвештә кертелсә, бәлки балаларның да, ата-аналарның да монда теләге күбрәк булыр иде дип уйлыйм мин. Учителя же уверены, что для сохранения языка нужна языковая среда вне школы. Ведь уровень престижа языка зависит все-таки от 3 факторов. От государственной поддержки, от отношения в обществе к двуязычию и от детей. Именно им говорить на нем в будущем. Зира Юзаева, Роман Безменов и Хамид Шамсеев. 7 дней.
Еще раз повторю, надо любой ценой сохранить национальный диалог, тем более по таким чувствительным вопросам. Но мы за конструктивный подход, за аргументированную дискуссию. Пусть даже спор будет острым и горячим. Главное, чтобы без оскорблений и взаимных обвинений. Поэтому, если вы обратили внимание, в рамках нашей программы мы стараемся представить нашему зрителю максимально широкую палитру мнений. В этот раз на наш призыв прокомментировать актуальную тему снова откликнулись известные люди. Общественники, политологи, литературоведы и писатели, телеведущие и журналисты. Решение языкового вопроса в Татарстане найдено, порядок, казалось бы, наведен. Настала череда осмысления того, что произошло. Мы снова в Москве, на этот раз в Центральном доме художника. Ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн-19». Главное книжное событие года. Центр притяжения людей читающих, пишущих и потому понимающих суть происходящего. А что касается вот всей этой истории с проверками относительно конституционных основ в связи с языком государственным, вообще это, я бы сказала, такое печальное событие. И дело даже не в том, что президент задал вопрос. Теоретически он может задать любые вопросы. Печально, как начинают исполняться даже не указы, а попытка ответить на эти вопросы. И если посмотреть, что происходит, я подробностей не знаю, но могу себе представить, что сейчас будет сокращаться количество часов. Сократили татарского языка, да, значит, в пользу русского. Вот, честно говоря, это разговор о том, что значит не знать нашу историю. Один из истоков русской революции был связан с тем, что Александр III в попытке создать такую национальную идентичность по модели европейских стран, так вот он решил распространить, так сказать, да, русский язык на, как тогда говорилось, национальные окраины. Все это породило невероятное напряжение в обществе. И в момент революции одной из движущих сил это были, собственно, люди с национальных окраин. Творится очевидная глупость, ну, такой с человеческой точки зрения, ну, такое беззаконие, на мой взгляд, да, потому что, конечно же, в национальной республике, где есть коренное население, которое говорит на своем родном языке, конечно, все остальные, кто приезжает жить в эту республику, должны знать национальный язык. Как его выучить? Ну, хорошо, когда во дворе есть общение, как это когда-то было на Кавказе, многоязычный двор, есть армянский, есть грузинский, есть греческий и прочие языки, и такая каша, когда все друг друга обучают, и как-то так все говорят на разных языках. Ну, этой ситуации сейчас нет, она исчезла, надо учить. Понятно, что надо учить язык. Вот. И все отговорки насчет того, что я уже даже не знаю, чем мотивируют, что там загружены дети там, или там времени не хватает. Мне это кажется искусственными отговорками. Надо учить языки, надо знать. Никогда еще и никому знание еще одного языка не повредило, не помешало ни одному ребенку. Ну послушайте, 2 часа, да это капля в море. Что можно за 2 часа выучить? У нас больше английский язык учат в школах по всей стране, и никто его не знает нифига. Кроме how do you do, никто не может, выйдите на улицу, никто не может 2 слов связать на английском. 2 часа это абсолютно ничто. Конечно, я понимаю, что реальный язык учится не в течение 2 часов в школе, он учится в семьях, там, где он учится в семьях. Там, где в семьях разговаривают на татарском, там разговаривают на татарском. Но тем не менее, если уже речь идет о преподавании в школах, ну так надо оставить что-то более такое почтенное и более реальное, чем 2 часа в неделю. Мне кажется, что это не тот путь, по которому мы должны идти. И здесь речь не только о Татарстане, просто Татарстан – это наиболее, в данном случае, острый и веский пример, потому что, ну, Татарстан, в общем, это в какой-то степени флагман российских национальных образований. И многие другие национальные субъекты федерации смотрят на Татарстан. Как будет там, так будет и у нас. Поэтому мне кажется, что заставлять через колено, сгибать, лишать возможности преподавания на родном языке, это неправильно. Абсолютно неправильно. И стратегически, и тактически.
язык должен быть, весь вопрос, кто этим должен заниматься. Естественно, заставлять учить язык нельзя, потому что если ты заставляешь кого-то учить, да, это получаешь обратную реакцию. Я считаю, что язык должен быть интересным. На нем должно что-то очень важное происходить, что станет привлекательным и для русских, которые живут в Татарстане, и для татар, которые, в общем-то, не хотят учить язык. И в этом случае очень важна роль татарской интеллигенции. Она должна создавать, рождать, должны быть произведения искусства, культуры, кино, живопись. Этого пока ничего, ну точно ничего, этого пока недостаточно. Если мы говорим о праве на изучение татарского или любого другого языка, любого народа, живущего на территории России, то это священное право. И мы обязаны его защищать. Причем, если речь о татарском языке, не только в Татарстане, но и в Москве, в Петербурге, в Калмыкии, где угодно. Везде, где есть люди, желающие говорить по-татарски, они должны иметь возможность в школе так или иначе его изучать. То, что вымывается национальная интеллигенция из образовательного слоя, в общем, не на первом шаге, а на втором, третьем приведет к очень серьезным последствиям. Ну, например, давайте так, татарская литература, которую я знаю лучше, чем татарское искусство, да, и она существует, и она развивается, она мощно о себе заявляет. Вся страна прочитала Гюзель Яхину, вся страна, ну не вся, но очень многие прочитали роман Гиатуллина «Город Брежнев», и там чувствуется отличный русский язык и национальное сознание. Оно не педалируется, но оно там присутствует. Так что на первом шаге трагедии не будет, но на втором и третьем, да, могут возникнуть проблемы, в том числе и политические. Мы знаем, что передавив, например, в позднесоветское время ситуацию с русским языком в Латвии, получили на выходе взрыв национального и националистического самосознания в той же латышской будущей республике на территории позднесоветской Латвии. Последствия были катастрофическими. Деукраинизация, которая происходила в те же самые позднесоветские годы, она обернулась языковым и не только языковым украинским национализмом. На всякое действие рождает противодействие. Вот те, кто сегодня принимает абсолютно жесткие меры, подмешивают прокуратуру, не метод переговоров, не метод образовательных преференций, а метод давления, они могут на выходе получить результат обратный желаемому. То есть ровно противоположный. Языковой национализм, причем перетекающий в национализм политический. У нас же представление об истории, вот как о единой линии, вот, да, там идея Московского царства, где нужно принуждением, огнем и мечом выстраивать какое-то единообразие образцов. Вот это представление о том, что русский язык должен быть единым везде, я имею в виду, что главным и единственным, он опирается на очень устаревшее романтическое представление об истории, где основа идентичности – это язык. Мы прекрасно понимаем, что в современном мире идентичность национальная и коллективная складывается из многих показателей, и язык совершенно не обязательно, чтобы был главный стержень. К сожалению, в школе мы ограничиваемся замечательным Джалилем, но этого мало. Джалиль был давно, а татарская культура с тех пор и татарская поэзия развивалась мощно. Я спокоен за интеллектуальный потенциал Татарстана, потому что он предъявлен. Это не то, что мы чего-то ждем в будущем, а это то, что есть здесь и сейчас. Я обеспокоен некоторым напряжением и некоторым преувеличенным давлением, потому что, повторяю, пружина, которую вы слишком сильно сжимаете, даже если она не хотела распрямляться, она в конечном счете может распрямиться. И от неосторожных шагов я бы хотел власти предупредить. Ринат Ахмедзянов, Хамид Шамсеев. 7 дней. Языковая тема имеет общемировой контекст. Ежегодно процессы глобализации убивают несколько сотен языков в мире. Об этом говорил и Рустам Минниханов. Кстати, под угрозой даже развития русского языка. Посмотрите, сколько там сегодня появилось английских терминов. Поговорите с любым компьютерщиком. В его речи русскими будут только союзы и предлоги. По данным ЮНЕСКО, в мире сейчас зарегистрировано около 6700 разговорных языков. Практика показывает, каждые 14 дней умирает один язык, потому что уходят из жизни его последние считанные носители. Существует опасность, что к концу этого столетия половина из них может исчезнуть навсегда.
Потеря языка порождает глубочайшее безмолвие. Директор Института языков, которым грозит исчезновение, доктор Грегори Андерсон, так описывал это безмолвие. Вы общаетесь в ваших мыслях со своими предками, но они не говорили по-английски. Это создает разрыв в вашей истории. Давайте посмотрим на карту. Это проект «Языки под угрозой исчезновения», созданный компанией Google. Перед нами Россия. Вот эти красные точки в азиатской части страны – это языки. Те языки, что уже практически умерли. Названия их нам с вами ни о чем не скажут. Но есть языки из тех, что совсем рядом и хорошо известны нам. Тут есть, например, марийский язык. Он обозначен желтым цветом под угрозой исчезновения. Есть здесь и мордовские языки, эрзианский и мокшанский. Также желтым цветом обозначен на карте удмуртский язык. Карта сообщает нам, что количество носителей языка на сегодня 300 тысяч человек. Это на сегодня. А что дальше? Дальше нужно приложить огромные усилия, чтобы через 100 лет остались живые носители языка. И без мер государственной поддержки здесь не обойдешься. Михаил Любимов продолжит. Одна из самых известных достопримечательностей Ижевска, столицы Удмуртии, которую просто сложно не заметить, находясь в этом городе. Монумент дружбы навеки с Россией. 2 огромных пилона высотою с 14-этажный дом. 2 символа. Один олицетворяет русский народ, другой олицетворяет удмуртский. Как видите, они абсолютно равны по высоте, и это правильно, ведь народы равноправные. А давайте представим, что перед нами не памятник дружбе народов, а памятник двуязычию. Вот как бы этот памятник выглядел в таком случае? Мне кажется, что тогда нам пришлось бы с вами вот эту правую стелу, вот этот правый пилон, тот, который изображает удмуртский язык, укоротить. Причем укоротить примерно надвое. И мы бы получили тогда картину реальную, абсолютное доминирование одного языка, русского языка. Удмуртский язык понижен в правах. Вот это картина реального не двуязычия, а полутораязычия, которую мы здесь наблюдаем в Удмуртской республике. Конечно, вы можете возразить мне и сказать, что настоящего, полноценного двуязычия нет ни в одном национальном регионе Российской Федерации. Это действительно так, это правда. Но есть такое ощущение, что если бы мы с вами и в реальности проделали то, что мы проделали с этим памятником сейчас мысленно, вряд ли в Удмуртии нашлось бы много недовольных. Если бы вас привезли в Ижевск с закрытыми глазами и, не сообщив вам, где вы сейчас находитесь, сняли повязку на центральных улицах города, вы бы ни за что не догадались и через несколько часов, что перед вами столица национальной республики. Еще бы. Ведь это общество, кажется, явно полагает, что компетентно выражать свои мысли оно способно лишь на русском языке. Что, кстати, в действительности вполне соответствует. За день нашего пребывания в Ижевске мы не встретили на улицах ни одного упоминания о том, что на свете существует и удмуртский язык. Ни в названиях магазинов, ни в названиях улиц даже, вообще нигде. Надпись на экзотическом удмуртском встретилась нам лишь однажды. Это надпись на кабинете заместителя министра национальной политики. В Удмуртии есть и такое министерство. И система национального образования вроде бы тоже в кругу их интересов. У нас нет обязательного изучения удмуртского языка во всех школах. Но услуга такая предоставляется, как я уже сказал, 316 школ. Из где... скольки? Здесь вот сложно сказать, боюсь, что... Мы все же не в Министерстве образования, и замминистра национальной политики мог и подзабыть точное число школ в республике. Их 613 школ. В 316 из них изучают удмуртский, как мы только что слышали. Но вы видите сейчас другую цифру. Она поменьше. На самом деле таких школ 214. В этих школах есть предмет удмуртский язык. Хотя бы 2-3 часа в неделю.
В остальных 100 школах просто кружки, кстати, едва ли не подпольные. То есть удмуртский язык есть лишь в каждой 3-й школе Удмуртии. Видимо, такова национальная политика. Изучение языка во всех школах – это ведь не является самоцелью и не является панацеей в деле сохранения языка. Это нужно четко понимать. То, что преподавание удмуртского в Удмуртии никакая не панацея и не самоцель, хорошо видно в небольшом городке Можга на 50 тысяч населения. Здесь каждая 8-я школа имеет такой предмет. А проще говоря, из 8 существующих школ удмуртский можно услышать только вот в этой. Мы, кстати, и услышали его тут впервые. Речь удмуртская даже в нашей республике. Не так много ее слышно, как бы хотелось. Может, и доживем до такого момента, когда удмуртский язык будет востребованным. Не хочется опускать руки, хочется надеждой жить. Это большой вопрос сегодня в Удмуртии, кто кого переживет. Нынешнее поколение удмуртский язык или все же язык переживет поколение. Родители, может быть, не желают? Да, желают, увы, не все. Но спрос всегда есть. Вы удмуртский язык изучаете в школе? Нет. Нет? Не изучаете ведь удмуртский язык? Нет, А не ты знаешь изучаю. по-удмуртски, как будет «здравствуйте»? Не знаешь? Чичбурей, знаешь? А как дела? Да, многие родители хотели бы. Вот разговариваю с родителями, да, многие желают, чтобы их дети изучали удмуртский язык. Ну, это же надо нам для того, чтобы мы знали свою историю, не только вот, чтобы они умели разговаривать, но чтобы они знали и историю, и традиции, и обычаи своего народа. Есть такие родители активные, инициативные, которые хотели бы продолжить обучение, но нет у нас пока такой возможности. Необходимо возродить, иначе он просто вымрет. Даже если сегодня же власти Удмуртской республики решат, что между умиранием языка и его отсутствием в школьных программах есть некая связь и необходима срочная реанимация всей системы национального образования, то никакой уже разряд не способен будет разом эту систему запустить. В городе Можга в одном классе местного педагогического колледжа сидят вот эти несколько девушек. Это все, что достанется всем удмуртским школам в ближайшие годы. Это будущие учителя удмуртского языка для начальных классов. Редкий вид. Он встречается только в этом городе. И все реже. Учителей удмуртского языка не готовят сейчас никто. Никто не готовит, да. Только вы? Только мы. И вот по всей республике. А что этого количества учителей хватает на всю республику? А думаете, много сейчас в республике осталось здесь школы в начальных классах, где изучают удмуртский язык? Их же мало осталось. Понимание людей, что надо свой родной язык знать, изучать, как-то вот исчезло. В системе высшего национального образования все та же чехарда. Для Удмуртского университета язык тоже не панацея и тоже не самоцель. В 90-е годы даже только на базе нашего института готовилось примерно 100 студентов. Сегодня наш набор – это предел 25-30 человек. Будет время, когда у нас и учителей удмуртского языка в принципе не будет. Удмуртский язык в Удмуртии как был, так и останется, теперь уж, наверное, навеки вечное, добровольным языком для изучения. Очень серьезная угроза. Ну, статистика ведь показывает сейчас, даже перепись провести, если там будет указана национальность, думаете, сколько человек укажет свою национальность, как удмурта? Ну, сейчас 28, сколько? Да, будет меньше. Вот будет перепись в 2018 году, как говорят, да? Вообще удивляюсь, к чему мы придем. Михаил Любимов и Андрей Мохов. 7 дней. Удмуртская республика. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Теперь мы знаем, кто из соперников приедет в Казань. В ожидании праздника футбола Казань готовится к приему гостей чемпионата мира по футболу. Кого ждем?
Приметы наступающего Нового года. Музыкальные фестивали и конкурсы, которые порадуют нас в декабре. Расскажем подробно. В понедельник Рустам Минниханов находился с рабочим визитом в Абу-Даби. Президент встретился с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов Султаном Аль-Мансури. Обсудили перспективы сотрудничества в области исламских финансов. В частности, рассмотрели различные варианты применения и внедрения исламских финансовых инструментов в России. Встреча прошла в рамках 7-го заседания Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Татарстан заинтересован в привлечении в регион британского бизнеса и технологий, а также инвестиций. Об этом в среду заявил Рустам Минниханов, выступая с приветственным словом на открытии 3-го российско-британского бизнес-форума. Также в этот день в рамках рабочего визита в Лондон президент Татарстана провел ряд встреч. В частности, в парламенте Великобритании состоялась встреча с представителями парламента. В пятницу Рустам Минниханов находился с рабочей поездкой в Москве. Президент принял участие в 6-й ежегодной конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату». В столице презентовали новый татарстанский ресурс, призванный помочь начинающим предпринимателям. 1 декабря исполнилось 16 лет со дня образования партии «Единая Россия». К этой дате приурочили неделю приемов. В Казани в общественной приемной Дмитрия Медведева каждый мог задать наболевший вопрос и рассказать о своей проблеме. Вели приемы депутаты Госдумы. В среду с населением встретился премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. В субботу в Казани прошла партийная конференция. В ней принял участие Рустам Минниханов и исполняющий полномочия секретаря Генерального совета «Единой России», заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Обсудили итоги работы татарстанского отделения «Единой России» в 2017 году и задачи на 2018 год. Выбрали новых членов регионального политического совета и избрали делегатов на 17-й съезд «Единой России», который пройдет в Москве 22 и 23 декабря. Мы начинаем церемонию вручения деловой премии «Реальный рейтинг», утвержденную интернет-газетой «Реальное время». Премия «Реальный рейтинг» вручается впервые. А в эту пятницу в ресторане на Кремлевской набережной прошла торжественная церемония награждения победителей премии «Реальный рейтинг». Лучших из лучших выбирали в 10 номинациях, где в каждой было по 10 претендентов. По 10 ключевым отраслям экономики в Приволжском федеральном округе. Победитель номинации «Банки» Акбарсбанк. Мы выбрали именно финансовые показатели, все-таки показать действительно достижения, которые можно отслеживать в динамике ежегодно. В этом, наверное, такое большое наше отличие. Ну и, конечно же, мы шли к этой церемонии 3 года, все 3 года работы газеты. Мы ежемесячно публикуем порядка 20 исследований по Татарстану, которые нам, в принципе, позволили собрать такую качественную аудиторию нашего СМИ, деловую аудиторию. Для определения победителей была использована уникальная методика. Аналитический отдел интернет-газеты «Реальное время» и федеральные эксперты, среди которых генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, президент-председатель правления инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков, вице-президент «Опоры России» Азат Газизов оценивали номинантов по 5 критериям. Среди них оборот, объем уплаченных налогов и рентабельность бизнеса. Очень важно здесь не просто соревнование компаний между собой, а очень важно обмен опытом между компаниями. Очень важно, чтобы каждая компания соревновалась с собой, чтобы она видела новые горизонты и ставила новые цели. Поэтому мы взяли в качестве методики, мы использовали только объективные показатели. Это чисто финансы. Знаете, вот математика есть математика, тут ничего не сделаешь. Победителем в номинации IT стала «Казань Телематика». Это молодая компания на рынке с 2015 года. Ребята занимаются разработкой систем стационарного контроля и мониторинга. На самом деле это первый рейтинг, в котором мы принимаем участие. Мы достаточно молодая компания. Там есть фактически стартап, который входит в более стабильную фазу развития. Организован очень хорошо. Спасибо за приглашение. Наступающий Новый год для бизнеса – время подведения итогов. Различные конкурсы, рейтинги уже стали своеобразной предновогодней традицией. Премию «Реальный рейтинг» сменит «Золотая сотня». Организаторы конкурса – Министерство экономики, Фонд поддержки предпринимательства и Торгово-промышленная палата Татарстана. Заявку на участие в конкурсе может подать любой предприниматель на сайте 100rt.ru. Есть и телефон для справок. Конкурс устроен так, что каждый предприниматель имеет возможность заявиться, и отбор победителей производят сами же предприниматели, граждане, кто угодно может голосовать на
сайте, есть счетчик голосов. Потом где-то до 10 числа мы декабря собираем эти заявки, голоса. Ну и 20 числа будет финал, будет награждение. Мы ввели номинацию «Сфера услуг», потому что очень много предпринимателей работает в этом направлении, и как-то вот они выпадали в прошлом году. Спешите подать заявки. Осталась всего неделя. Кто станет победителем, мы вам обязательно расскажем. ТНВ – генеральный информационный партнер конкурса. И мы выдвигаем конкретно те наши наработки, которые прошли на протяжении последних 5 лет, которые действительно являются интересными. Ленар Салахуддинов, директор многопрофильной казанской клиники, был номинирован на звание «Предприниматель года» в 2013-м. На этот раз тоже решил испытать силы. В бизнесе медицинских услуг Ленар уже 12 лет. Отмечает, есть что показать и есть чем гордиться. Прежде всего доверием клиентов и новыми передовыми технологиями, которые позволяют в кратчайшие сроки излечить от серьезных заболеваний. Любой конкурс, направленный на оценку предпринимательской деятельности в республике, является стимулирующим элементом развития предпринимательства в нашей стране. Поэтому такие проекты, я думаю, необходимо активно поддерживать каждому. Продолжаем 7 дней и затронем другие темы, которые волнуют сегодня наших телезрителей. Давайте поговорим про алименщиков, как их в народе называют. Более 2 миллиардов сегодня должны отцы и матери Татарстана своим детям. Кстати, задолженность еще недавно была 3 миллиарда. И сократить ее удалось благодаря в том числе ряду законодательных инициатив. Светлана Спирина подробнее. Улица Голубятника в Казани названа в честь легендарного начальника уголовного розыска. Символично, что на этой улице сегодня расположился алиментный отдел, что занимается розыском злостных неплательщиков. Инициатива эта была местного управления службы судебных приставов, но вот пока эта реформа поддержки у населения не нашла. Лилия называет этот отдел «голубиной почтой». Так долго идут документы по ее делу о взыскании алиментов. Оказалось, что самый первый судебный пристав, она не сделала ничего. Там не было ни ее росписи, не было ни печати. То есть, по сути, все эти 9 месяцев мое дело было недействительно. Супруг Лилии официально работает. Идут все налоговые отчисления. Все, кроме алиментов. Вот только сегодня, и я так предполагаю, что благодаря телевидению, которое вот здесь шуму навело, в отделение, судебный пристав, это уже, кстати, 4-й или 5-й судебный пристав с момента подачи заявления, начала как-то действовать. В новый реформированный отдел Лилия ходит как на работу каждые 2 недели. Сегодня написала жалобу на бездействие приставов. Когда-то в этом здании принимали по алиментным делам только жители Новосавиновского района. Сейчас поток со всей Казани. Реорганизовали отдел 2 месяца назад. Пока итоги эксперимента подводить рано. Почти 5000 исполнительных производств находится здесь. Соответственно, десятки недовольных людей в очередях в тесных коридорах. Сейчас вот очень далеко добираться сюда. Приходится к 7:30 приходить, вот здесь вот в мороз вот стоять и ждать, а детки дома. Любовь Гаязова – мама 2 детей. Одному 1,5 года, второму 3 месяца. Экс-супруг должен 60 тысяч рублей. Любовь не может себе позволить даже купить зимнюю одежду детям. Сегодня просидела в очереди 4 часа, чтобы услышать «Приходите 8 декабря». От него были такие слова, то что полгода с ним ничего не делали, и с ним ничего и сейчас не сделают. Не платят алименты 5 лет и экс-супруг Эльвиры Кашаповой. Ребенка воспитывает и содержит одна. Мужчина уже давно должен был быть привлечен к уголовной ответственности. Но... не все приставы хотят работать, скажу так, потому что это его тяжело найти. Они звонят пару раз, ходят, где там у него последний адрес, а там им говорят, что он не живет или не работает, и все, на этом все заканчивается. Впрочем, в этом отделе, как и в доме Облонских, смешалось все. Немало и мужчин, что теперь тоже отстаивают свое право выплачивать алименты. Наиль Шарафуддинов сменил работу в июле и теперь ходит по приставам. Пропал из базы данных. И вот уже 2 месяца я хожу, пытаюсь от них добиться чего-то. Они говорят, вас нет в базе, вас нет в базе. Со старой работы все постановления отправили по адресу Кировскому, но сюда, видимо, они не дошли. Теперь у Наиля уже 3-месячная задолженность по алиментам. По идее, он мог бы считаться злостным неплательщиком у приставов, а бывшая супруга уже не дает видеться с ребенком. Потеря документов в связи с реорганизацией – это не массовые, а единичные случаи, утверждают приставы. Реформирование считают положительным. Опыт уже отработан в Набережных Челнах, где эксперимент прошел еще 4 года назад. Что же не так пошло в Казани?
Проблема, на самом деле, этого отдела сейчас пока, она временная. Она временная, поскольку связана с неполной укомплектованностью алиментной группы. В среднем нагрузка при полном укомплектовании будет где-то 350 дел на судебного пристава-исполнителя. В отделе к моменту съемки уже работали 9 приставов из 15 необходимых в штате. Количество приемных дней увеличили с 2 до 3. В службе обещают, что после Нового года обстановка стабилизируется. Хотя адвокаты уже говорят о значительном росте клиентов по алиментным делам. У Шамиля Ахмедсафина количество таких дел возросло на 30%. Когда пишешь жалобы, все-таки они вынуждены на жалобы реагировать, естественно, представлять руководству исполнительный материал, ну и делать что-то. Недовольство работой приставов есть, но вот встать на его место желающих немного. Кадровый голод в службе – одна из основных проблем из года в год. Невысокая зарплата при огромной нагрузке. 6 часов утра, город еще спит. Ирина Гаскарова идет разыскивать своих неплательщиков. Она сегодня ведет порядка 900 производств. Это почти половина дел по Советскому району. Судебные приставы к соседям отправить на дорогу. Как правило, в числе злостных неплательщиков мужчины. Большинство безработные или получающие зарплату в конвертах. По указанным адресам живут редко. Этого молодого человека разыскали через страничку в соцсети его новой супруги. Судя по сертификату молодоженов от одного из крупнейших развлекательных центров, свадьба была достойной. При этом долг по алиментам около 300 тысяч рублей, а официальная зарплата 4 тысячи. Приставы даже проверили бухгалтерию этой организации. Выяснилось, что работает мужчина на полставки. Вы в понедельник являетесь со всеми квитанциями и с документами свободы, потому что вы трудоустроены. Впереди в случае неуплаты должника ждет уголовная ответственность. В месяц, по словам Ирины Гаскаровой, только по ее работе возбуждается около 15 уголовных дел. Всего же в этом году в Татарстане по статье «Злостное уклонение от уплаты алиментов» были осуждены 658 человек. 34 из них оказались в колонии поселения. Уголовная ответственность не всегда эффективная мера. И ключевое здесь – срок не погашает долга. Большие надежды у приставов на новый вид наказания – арест до 48 часов. Сейчас, когда это заработает, я думаю, неплательщиков станет меньше, потому что они увидят, что алименты действительно реально взыскиваются, и у нас будет возможность их задерживать для составления протоколов. Сегодня служба подводит и первые итоги другой меры воздействия на неплательщиков – ограничение в спецправах. Она действует почти год, когда должника с суммой более 10 тысяч рублей могут лишить водительского удостоверения. Так приставам удалось собрать около 100 миллионов рублей. До лишения прав дело доходит не так часто. Бывает достаточно только предупреждения. Общая сумма задолженности была порядка 3 миллиардов. Нам удалось взыскать порядка 700 миллионов, то есть сократить на 700 миллионов общую задолженность. Арест имущества, жилплощади, запрет на выезд за границу. Что из опыта других стран еще возьмут на вооружение в России. Так в США злостных неплательщиков сажают в тюрьму на срок до 2 лет, а еще ставят блокираторы на автомобиле. Отцам мальчиков синие, девочек розовые. В Германии алименты максимум 700 евро, независимо от дохода отца ребенка. А вот в Китае особо злостных неплательщиков при случае могут даже приговорить к смертной казни. Алименты проходят по налоговой части, а китайская налоговая – самая жестокая налоговая в мире. В Израиле, если алименты не выплачивает супруг, то это сделает Институт национального страхования, который уже после сам будет решать проблемы с должником. Воззвать к совести неплательщиков приставы в свое время пытались через рекламные кампании, размещая на счетах фотографии детей, чьи родители не выплачивают алименты. Сегодня в этих целях активно используют образ Деда Мороза. Увы, у сказочного волшебника грустные задачи. Светлана Спирина, Роман Безменов, 7 дней. Летом следующего года Россия и Казань, в том числе, принимают у себя дома чемпионат мира по футболу. Главное спортивное событие всех времен и народов. В пятницу в Москве в Государственном Кремлевском дворце в 6 часов вечера состоялась финальная жеребьевка чемпионата мира 2018. Напомню, на Казань-арене пройдет 6 матчей, 4 из которых на стадии группового этапа, 1 игра, 1/8 финала и 1 четвертьфинал. Кого ждем в гости? Возможно ли достать билет дешевле 10 тысяч рублей? Какие и где в Казани построены новые базы для команд? И как будет организована новая площадка фестиваля болельщиков? Кстати, определились команды нашей группы. Здесь Саудовская Аравия, Египет и Уругвай. Я не знаю. Если наши футболисты не смогут выйти из этой группы, то говорить вообще не о чем. Наш корреспондент Сергей Темляков обо всем подробно.
Наша страна с нетерпением ждет чемпионата мира и намерена провести его на самом высоком уровне, чтобы ведущие футболисты смогли проявить все свое мастерство, показать настоящий большой футбол. Спасибо всем 11 городам, которые примут матчи чемпионата. Они проводят огромную работу. Буквально на днях завершилась жеребьевка. Вот теперь мы знаем, кто из соперников приедет в Казань. Вместе с министром спорта Владимиром Леоновым обсуждаем последние новости. Первым, кто в Инстаграм опубликовал список команд, которые в июне приедут в Казань, стал президент Рустам Минниханов. Он был 1 декабря на жеребьевке в Москве. Чемпиона мира 2010 года, но обновленную сборную Испании с лидером футболистом мадридского Реала Иско. Сборную Франции, чемпиона мира 1998 года. В рейтинге FIFA команда занимает 9-е место. Кто сыграет в матче 1/8 и четвертьфинале в Казани, пока неизвестно. Ждать ли сюрпризов? Владимир Леонов отмечает, есть каталог, в нем 64 базы по стране. На следующей неделе будет принято решение, какие команды разместятся в Казани, то есть начнут тренироваться за 2 недели до чемпионата. Было желание, были проезды таких команд, как Япония, Австралия, Коста-Рика, Сербия, Польша. Как мы уже на жеребьевке говорили о том, что, может быть, еще ряд команд вот в рамках этой недели проедут по этим базам. Они смотрят уже на логистику, кто где играет. Газон полностью мы обновили. Проверяем новое поле. Мы на стадионе «Трудовые резервы». Вот это новая база, новое поле. Соответственно, мы зашли в подтрибунные помещения. Здесь мы обновили пресс-центр, обновили трибуны, часть там ведомственных помещений. Вот, ну, то есть такой, говоря современным языком, сделали апгрейд. То есть это, конечно, не глобальное изменение, но в целом. То есть обновили мачты освещения. Вот, соответственно, команды будут жить на базе Акбарс, а здесь будет, соответственно, проходить тренировочный процесс. Мы полностью построили новый стадион на базе Рубина. Мы обновили полностью Электрон, потому что там тоже у нас детско-юношеская спортивная школа. Мы его тоже получили как бы в наследие. Он сегодня уже работает, даже несмотря на то, что чемпионат мира еще впереди, он уже сегодня работает для школы, для ребят, которые там на этих площадках тренируются. У нас появился новый стадион при лагере «Волга». Вот у нас появился новый стадион при нашей комплексе стендовой стрельбы, который также будет работать и на горнолыжный комплекс, и на полис. Прошедшая жеребьевка – это отправная финальная точка подготовки инфраструктуры и для болельщиков. Руководство железной дороги на этой неделе сообщило о полной готовности вокзала в Казани. Столица Татарстана занимает 3-е место среди принимающих чемпионат мира городов по ожидаемым объемам перевозок фанатов. Запланировано 64 рейса. Это как и на Кубке Конфедераций. Бесплатные поезда. Будем сокращать время продолжительности экскурсий. Болельщик, который приезжает на чемпионат, хочет все успеть, отмечает председатель комитета по туризму. Готовим обширную культурную и развлекательную программу. Экскурсии, которые тестировали на Кубке Конфедерации, решено взять за основу, но где-то изменить логистику. Добавим в информационные материалы места, где можно, условно говоря, активно отдохнуть. Потому что очень много запросов было именно в этом направлении. Последние данные, что в Москве, например, в первую очередь заполняется, на самом деле, как раз экономичный вариант размещения. Это хостел, это отель 1-2-3 звезды. И это послужило как бы поводом для повышения цен. Не исключено, что в Казани тоже возможно повышение цен, отмечает Гульнара Сафина. Пока в отелях города идут плановые проверки на предмет безопасности и готовности к чемпионату. Кубок Конфедерации дал понять, кто такой болельщик. 60% это россияне, 40% иностранцы. И обнажил проблемный вопрос. Готовились говорить на английском, а популярный язык был испанский. Повезло, соответственно, тем отелям, у кого эти сотрудники оказались, потому что иногда коллегам приходилось чуть ли не на пальцах изъясняться. Соответственно, подготовка сотрудников, именно знание языка той страны, там, да, либо хотя бы приблизительно знание традиций, обычаев и так далее, чтобы им было максимально комфортно в наших отелях. Казань сегодня объективно один из самых готовых городов к чемпионату мира, отмечает Владимир Леонов. Основные работы, которые были на Казань-арене, завершены. Тестовый матч назначен на 6 мая. А что с билетами на матчи чемпионата? Ажиотаж большой. И, конечно, наверное, у ФИФА основной посыл и основной такой политика процедур, что ориентирована на туриста, на как бы внешний рынок,
Поэтому, как говорит статистика, очень много сегодня заявок из Китая, из Латинской Америки, там, с Европы. Задаю вопрос, который волнует многих. Появятся ли бюджетные билеты? Ведь сегодня минимальная цена билета в продаже 10 тысяч рублей. Мы свои рекомендации и, так скажем, озабоченность об этом проявляли. Вы знаете, что мы об этом говорили в рамках Кубка Конфедерации. Вот, и Виталий Леонидович Мутко, как руководитель, значит, оргкомитета российского, этот вопрос с ФИФА обострял. Но пока, насколько я знаю, вопрос, вот как он был, на том уровне, что проблема существовала. Вроде они открыли какую-то квоту дешевых билетов, но они как открыли, так же быстро все это и закончилось, потому что желающих намного больше. Но выход найден. Со 2 января закрывается Центральный ЗАГС. Это связано с обеспечением безопасности женихов, невесты и их родителей. На территории вблизи чаши нужно проложить инженерные подземные коммуникации. В это время зарегистрировать брак можно в отделениях ЗАГСа в Кировском и Приволжском районах. Территория центра семьи Казан уже огорожена забором. Здесь начались подготовительные работы по устройству площадки фестиваля болельщиков. Вся эта огромная территория 14 июня будет отдана фанатам. Здесь установят 16-метровые осветительные башни. Появится сцена, а также шатры с различными развлечениями для болельщиков. Главной фишкой станет большой экран. Кто не сможет попасть на Казань-арену, сможет посмотреть матч здесь. Также на огромной плазме будут транслироваться игры из других городов страны, принимающих чемпионат. В плане автомобильного движения тоже ожидаются изменения. Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы сделать улицу Сибгата Хакима пешеходной, а по одной из полос пустить электробусы. Они будут доставлять всех желающих от чаши на стадион. Каких изменений еще ждать? В течение месяца проект будет полностью доработан. Все детали министр спорта обещал рассказать уже в январе. Это отдельный проект, который будет уникальным, потому что до этого мы в рамках Кубка Конфедерации такой штукой не занимались. Это что-то будет схоже, как мы делали в парке культуры при водном чемпионате, что-то связанное, вот как мы делали такой парк рядом с Дворцом земледельчества, когда была универсиада. Ждать осталось недолго. Старт чемпионата мира по футболу через 192 дня. Сергей Темляков, Андрей Мохов. 7 дней. Ну и в завершении программы о приметах события, которое уже мчится к нам на всех парах, на тройке лошадей. Вы уже, конечно, догадались, что речь идет о Новом годе, до наступления которого остается меньше месяца. И дыхание главного праздника уже ощущается и в настроении людей, и в предновогодних атрибутах, которые окружают нас повсюду. И какие это атрибуты? Их много. Елки в супермаркетах, гирлянды на улицах и, конечно, замечательные музыкальные фестивали и конкурсы, которые практически весь декабрь будут радовать всех жителей республики. На этой неделе старт им дало грандиозное шоу «Узгаржиля», которое прошло на сцене оперного театра. На очереди уже традиционная, но оттого не менее любимая национальная музыкальная премия «Болгар Радиуса». Эльзира Юзаева с головой окунулась в прекрасный мир музыки и зажигательной татарской эстрады. Вы все певцы? Нет. То есть каждый индивидуален. Те же ведущие, они разные. Понимаете, лучше, конечно, конкретно пообщаться. Сценический костюм – это отражение личности, считает дизайнер Наджия Галимова. Ей хватает и 15 минут общения, чтобы понять характер, темперамент человека и создать его сценический образ. Для нее нет эталонов красоты, есть эталоны ума, обаяния и внутренней харизмы. И это главное. А с помощью хитрых, почти волшебных деталей, верно расставленных акцентов, дизайнеры могут визуально исправить недостатки. В этом году для ведущих татарского музыкального проекта дизайнер Наджия Галимова выбрала элегантное и эффектное платье цвета золота. Украшения обязательно. Они должны быть потрясающими, лично мое мнение. Я так своих девочек и невест очень люблю тоже. И собираю их как маленькими невестами, принцессами, королевами. А здесь это должна быть обязательно королева. Обязательно. Салкын акыл, алтыннан йылдыз кыйла.
Уже в 5-й раз культурный центр «Пирамида» будет собирать гостей на церемонию вручения национальной музыкальной премии «Булгарадиусы». Потому для этого музыкального проекта этот год юбилейный. Звание лауреатов национальной премии артистам присуждают по итогам зрительского голосования. Только зрители программы ТНВ «Койнар Хит» и аудитория «Булгарадиусы» решают, кто достоин звания лауреата «Милли премия». Мы награждаем не только исполнителей, но и людей, которые имеют непосредственное отношение к современной татарской музыке. В прошлом году у нас была специальная номинация «Продюсер года». В этом году у нас среди специальных номинаций это «Аранжировщик года» Марат Мухин, который здесь присутствует, является лауреатом. Кроме этого, лучший композитор и лучший певец по версии «Булгарадиуса». Для молодых начинающих артистов этот проект может дать самую настоящую путевку в жизнь, считает народная артистка Татарстана и России Венера Ганиева. Ее ученики не раз становились лауреатами музыкального проекта. Для педагога видеть их на большой сцене – это лучшее признание и ее таланта. Музыкальных текстов, материалов очень много. Вот они должны уметь отбирать самые-самые, что вот им предлагают. Они не должны хвататься там за каждую песню. А действительно брать, вот, скажем, с хорошим текстом. Должны они сотрудничать с хорошими композиторами. И, конечно, самое главное – аранжировщик. Когда-то она была звездой 90-х, но жизнь сложилась так, что на время пришлось оставить большую сцену. Забвение длилось долгих 20 лет. Гульдания Хайруллина после долгого молчания вновь появилась на экранах телевизоров. И практически за 2 года, благодаря слушателям Булгарадиуса и зрителям ТНВ, наверстала упущенное. Стала вновь популярной и, как некогда, любимой. Мындай проектлар керек ekan. Мен электронный концертлар белән генә бик кызыксына идем. Шуңа күрә киләчәктә дә әле өметләр бар. Шушылай эшләргә язсын. Шушылай тамашачылар белән очрашырга язсын, премиялар алырга язсын. Подготовка к проведению торжественной церемонии вручения национальной музыкальной премии Булгарадиуса «Алтын Юлдыз» ведется весь год. Это сложная и кропотливая работа. Необходимо собрать, обработать мнения и пожелания радиослушателей Булгарадиуса и зрительской аудитории ТНВ. Лучшие специалисты работают над оригинальным сценарием самого мероприятия, а также над его техническим воплощением. Великолепное шоу можно будет увидеть уже 9 декабря в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида». Организаторы мероприятия ждут гостей с нетерпением. Уже в фойе зрителей Милли премии встретит живая музыка, световое шоу. Так что и все участники, все зрители Милли премии уйдут со звездой золотой. У этого декабря действительно звездное начало. На сцене оперного театра вновь веет ветер перемен. Любимые татарские песни в современной обработке уже стали символом фестиваля «Узгареш-Жиле», который в Казани открыл свой 2-й сезон. Многие наверняка помнят выступление 1-го сезона, который с большим успехом прошел в Казани и в Москве. Все концерты тогда прошли при аншлагах. Организаторы уверены, что этот ставший уже популярным национальный проект зрители оценят и в этом году также по достоинству. 26 певцов, 2 вокальные группы под аккомпанемент симфонического и джазового оркестра. Ильзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. На этом у нас все. Барыгызга да иң изге теләкләр. Всем всего самого наилучшего. Встретимся через неделю на канале ТНВ. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ближайшие 7 дней в студии Маргарита Павлушина. На календаре декабрь, а погода продолжает удивлять. В предстоящей неделе температура в республике существенно не изменится, не обойдется без снега.
По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана будет облачно. Ежедневно ожидается снег. Температура воздуха в понедельник и вторник днем составит около 0 градусов. В среду температуры начнут понижаться, в воскресенье уже будет до -6. На юго-востоке республики похожая картина. Каждый день будут наблюдаться осадки в виде снега. Температуры будут постепенно понижаться. Средняя температура воздуха ночью составит около 5 градусов мороза. В центре республики в понедельник и вторник около 0 градусов. В среду температуры начнут понижаться и к выходным уже составит до -6 градусов. Ожидается облачная погода, пройдет снег. На юго-западе Татарстана будет чуть теплее. В начале недели до +1, но к выходным температура понизится. Повсеместно ожидается снег, временами сильный. На северо-западе республики, а также в столице Татарстана ожидается облачная погода. Ежедневно будет наблюдаться снег. Температура воздуха с понедельника по среду составит около 0 градусов. В четверг уже -3, а вот на выходных до -6. Более подробный прогноз погоды смотрите каждый день на ТНВ. До свидания.